Я куратор этой выставки вместе с Варварой Летягиной, которая тоже здесь присутствует. И я сегодня расскажу о экспонатах, которые здесь представлены. Ну, начать надо с того, почему так выставка, в принципе, названа «Варганный путь». С этим инструментом связано много вопросов, на самом деле. И один из этих вопросов – это как он распространялся, где он был впервые изобретен, и можно ли говорить о том, что есть такая точка, в принципе, и когда это произошло. Но так как с этим действительно связано очень много вопросов, то мы решили не отталкиваться от этого в нашей выставке. В основу нашей выставки положен принцип культурологический и этнографический. В каждой витрине представлены какие-то свои аспекты, как варган проявлен в тех или иных культурах. Ну и, соответственно, здесь мы собрали как можно больше варганов от разных этносов, в чем нам как раз помог Российский этнографический музей. Карта распространения варганов. Эту карту составил исследователь из Ирландии Майкл Райт. На ней самое такое принципиально интересное – это то, как разные виды варганов базируются в мире. Варган вообще известен практически везде в мире. Вот как вы видите, ну здесь не попала Америка, но он там тоже известен. Вот, как вы видите, весь Старый Свет и плюс Африка. Но обратите внимание на то, что это разные типы инструментов. Как раз наша первая витрина посвящена этим разным типам. Варганы бывают пластинчатые и бывают дуговые. Это два таких основных вида. И бывают их переходные формы. Вот как раз по этой карте видно, что пластинчатые инструменты, они все в основном в Азии концентрируются, а в Европе это дуговые формы. И это еще связано с историей инструмента. Дело в том, что пластинчатая форма – это такая простая вот пластинка, внутри которой вырезан язычок. Это наиболее ранние формы. Первые находки – это 4000 лет назад, это в Китае сделаны. На территории России это первое тысячелетие до новой эры. Так или иначе, это все такие архаичные формы. В виде дуговом варган известен только со средних веков. И это, конечно же, связано с материалом. Дело в том, что все пластинчатые инструменты – это растительные материалы, это кости, это бамбук и любые другие пластины. То есть то, что можно вот было разрезать и сделать из него язычок, а дуговые инструменты появляются уже с обработкой металла, причем со сложной обработкой металла, потому что здесь нужно выковать форму, здесь нужно выковать язычок, язычок определенным образом затачивается, и все это вставляется в раму. Тут уже нужны другие совершенно технологии, об этом мы поговорим на другой витрине. Но и вот здесь у нас как раз представлено строение варганов. У варгана важно знать, что у него есть рама основная, вот она, эта рама. Вот. И игровая часть, называется дека, она находится вот здесь. Ну и, соответственно, язычок, у него есть колено, которое загибается и по которому, собственно, производится удар пальцем. Ну и вот наша первая витрина как раз знакомит с разными видами варганов в мире. Вот здесь археологические находки, которые были сделаны на Алтае. Это первое тысячелетие до новой эры, причем находки свежие относительно, это, по-моему, в 16 году или в 15 году были найдены. А сверху вы увидите этнографические инструменты, и можно заметить, что они мало отличаются. То есть вот в таком виде инструмент варган еще сейчас можно тоже встретить. Здесь тувинские инструменты, и это такие протоварганы. Вот если пластинчатый варган – это уже варган, а это протоварганы, то есть вот что-то, что колеблется у нас возле рта. И к ним же, к таким вот протоформам относят, например, ротовой лук. Здесь у нас уже в виде музыкального инструмента, но в принципе считается, что любой лук, с помощью которого охотники ходили, на охоту, с чем, точнее, охотники ходили на охоту, мог использоваться в качестве такого музыкального инструмента. То есть он прижимался к рту, и ударяя по тетиве, вы получали звук. К таким же вариантам, так скажем, варгана относятся щелканы. Это вот здесь у нас в центральной части вот эти вот два деревянных инструмента. Здесь принцип такой, что вы подносите к рту пластинку и по ней ударяете деревяшкой. И получается тоже звук. Звук будет щелкающий, отсюда это название. Вот это вот вьетнамский вариант, он называется монхип. Вот, и вы практически не можете модулировать. Все вот эти пластинчатые инструменты и вот протоварганы, они отличаются тем, что у них, конечно, очень
очень ограниченные музыкальные возможности. Здесь как раз представлены пластинчатые в основном инструменты, вот это вот из Филиппин такой красивый, у него такая ручка. Вот. И дальше варган, как считается, он перешел к дуговой форме через вот подобного плана инструменты, переходные формы, каплевидные, они действительно такие, как капелька, да. То есть это связано с тем, что возникала уже возможность обрабатывать металл, уже мы можем сделать саму раму инструмента, но вот придать ему такую сложную форму еще не было возможности. И вот был такой переходный вариант. Ну и, кстати, из пластинчатых, вот здесь вот представлен, это современный варган из Монголии. Вот вы можете видеть, здесь использован латун, язычок стальной, но это тоже, по сути, та же самая пластинка, просто в нее не из пластинки не вырезается язычок, а он туда вставляется. То есть это тоже такой переходный, в принципе, вариант. Наша вторая витрина посвящена именно звуку варгана. Это обертоновый музыкальный инструмент. Его ближайший, так скажем, в этом плане родственник – это обертоновая флейта, и она у нас здесь как раз представлена. То есть вы играете не на одной ноте, которая заложена в инструменте. У каждого варгана есть какая-то своя базовая нота. Вы модулируете те обертоны, которые над ней возникают. Модуляция происходит с помощью органов артикуляции. У нас здесь вот есть схема. И дальше все зависит от способности исполнителя, насколько он может этим звуком управлять. Но, конечно же, люди стремились адаптировать инструменты под разные мелодические потребности, и таким образом возникали разные странные иногда формы инструмента. Вот, например, здесь у нас такая очень важная часть нашей выставки, это называется просто на народе варган-пистолет, кубыс-пистолет. Но по-нормальному это называется кубыс с переменной длиной язычка. То есть его мастер Роберт Загрединов, он его запатентовал, он на нем тоже исполнял мелодии. Принцип здесь в том, что вы меняете длину язычка и таким образом меняете базовый тон. На самом деле это все равно не влияет на ту самую обертональную составляющую. Так или иначе обертоны меняются с помощью органов артикуляции. Но вот базовый тон он таким образом менял. Есть очень интересно вот это вот американский варган с раструбом, таким образом усиливается звук. Другая попытка усилить звук у варгана, это принадлежит тоже Роберту Загрединову, такая модель, деревянным резонатором. Сразу скажу, это вот инструмент из моей коллекции, практически ни на что это не влияет. Вот, то есть звук особо не усиливается. Но, тем не менее, вот попытки такие есть. Ну и самые простые, в смысле, самые логичные, так скажем, варианты, как менять, как добиваться разных тональностей от варгана, это взять несколько варганов, на самом деле. И так действительно играют в Австрии. Вот у нас здесь есть видео представлено на экранах. Вы можете увидеть, там в частности исполняет австрийский музыкант. Он играет как раз чередуя несколько варганов. А здесь в этой витрине лежит инструмент, он называется аура. Его изобрели как раз в Австрии в XIX веке, то есть когда в одну раму мы сразу запаиваем несколько варганов. То есть это было до 5 инструментов. Здесь у нас 3 инструмента, и это уже современное производство из Вьетнама, вот такой вариант тоже возможен. И также есть разные эксперименты, когда на язычок, на базовый язычок прикрепляются другие какие-то вещи, там язычки разные другие, какие-то специальные утяжелители и так далее, что меняет тембр у инструмента. Вот здесь такой инструмент тоже есть, у него еще один язычок дополнительный сверху, но надо сразу сказать, вы играете все равно на основном язычке, а этот просто добавляет колебаний. Здесь как раз археология Новгорода. Новгород – это такая родина средневековых русских варганов. Здесь найдено сейчас на данный момент уже 15 инструментов, и как раз вот многие из них здесь представлены. Археология Новгорода начинается с XIV века и до XVII, я имею в виду именно варганов, и как раз она интересна тем, что это хорошо рифмуется с другими музыкальными инструментами, которые находят здесь же, в Новгороде. Рифмуется во многих смыслах, в том числе по месту находок, потому что есть раскопы, где одновременно находились фрагменты гуслей, и вот был найден варган рядом. Эти инструменты интересны тем, вот как раз Антон Каменский, он делал исследования, сопоставляя клейма, которые находятся на рамах этих инструментов. И мы можем предположить, что некоторые из них, во всяком случае, попали сюда по торговле через Ганзейский путь.
Вот. И об этом же еще говорит такой интересный момент, что здесь находится, помимо инструментов, у которых язычок закреплен в раму по принципу ласточкиного хвоста, есть еще один инструмент, вот он найден прямо с язычком, вот он тот вот длинненький такой, он сильно отличается, надо сказать, да, вот прямо это видно от всех остальных. Здесь язычок закреплен внутри рамы, то есть пробивается в раме отверстие, и туда вбивается язычок, и дальше на 2 клина он там закрепляется. И этот принцип до сих пор известен в Норвегии, и вот, пожалуйста, здесь он тоже у нас в Новгороде такой один фиксирует. Следующая наша витрина посвящена как раз тому, как варганы изготавливаются. Как уже было сказано, есть 2 формы варгана, пластинчатая и дуговая, и здесь как раз речь идет, ну вот да, пластинчатый изготавливается, можно сказать, элементарно, то есть его может сделать, в принципе, любой человек, который способен что-то резать. Вот. Это мог быть такой женский музыкальный инструмент, могли делать мужчины, сейчас делают в основном мужчины везде. Вот. А ковкой, конечно же, занимались мужчины преимущественно. И здесь представлены, во-первых, археологические инструменты кузнеца, как раз отсюда, из Новгорода. То есть можно сказать, что какой-то долей вероятности именно вот с помощью подобных инструментов изготавливались средневековые варганы. А также уже современные инструменты и разные типы, как они сейчас изготавливаются. Во-первых, это, конечно же, ковка. Вот здесь вот у нас такая крупная марчанга, просто такой вот прям пример большой, чтобы было издали видно, как инструмент куется. Прям тут видно вот это вот следы ковки. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот тот вот небольшой инструмент Романа Склемина, современного мастера, он тоже кованый, но по нему вот вы уже об этом даже и не скажете, потому что он настолько хорошо отполирован, что это незаметно. Также есть вариант более простой, когда инструмент не куется, но изготавливается рама с помощью просто сгибания. Вот здесь вот такой вот небольшой инструмент представлен. И следующий вариант, более современный, когда рама делается на станке ЧПУ или фрезеровального станка. Вот здесь вот такой сложный в этом смысле скомпонованный инструмент у нас. У него основная рама, она находится внизу, она сделана как раз с помощью станка ЧПУ, а сверху находится пластина, на которой вырезан язычок. То есть это такая компиляция, да, двух видов, пластинчатого и дугового. То есть рама дуговая, а пластинчатая, вот этот вот с вырезанным язычком пластинка, она приклеена к основе. Эта витрина посвящена важной теме в истории варгана, а именно торговле. Как уже было сказано, варган, скорее всего, по миру как раз перемещался по торговым путям. Во всяком случае, вот мы видели в Новгороде это точно происходило. И также варган с большой долей вероятности попал, собственно, в Европу по шелковому пути. То есть он пришел из Китая по шелковому пути. Здесь более такая новая история этого инструмента – это 19 век. Нет, со Средневековья. Мы начали со средних веков. О том, что варган очень был популярен как элемент торговли, мы это видим по гравюрам. Вот здесь вот гравюры Брейгеля, копии из гравюр, где представлены торговцы варганами. Вот здесь вот открыт сундучок у торговца, и он торгует варганами, а там сверху торговец, который уснул по дороге, его ограбили обезьяны, и у него в том числе, значит, рассыпаны варганы по земле. И очень важно здесь обратить внимание на документ, который представлен вот с этой стороны, как раз об изготовлении и о торговле же российский, конец XVIII века, 1792, если я не ошибаюсь, год. Это договор между кузнецом и купцом Насоновым и кузнецом Папышевым, вот он прям такой красивый, от руки составленный, о том, что кузнец обещается выполнить в срок 40 000 варганов. Но если мы сопоставим цену, которую ему предлагают, мы, во-первых, поймем, что он явно это делал не один, конечно же, а во-вторых, там каждый инструмент стоил копейки. И это как раз большой вопрос, сколько, в принципе, стоили варганы. Вот здесь у нас лежат таможенные документы, в которых варганы продаются на границах тогда с Российской империи, и они продаются десятками. И там тоже цена копейки. А здесь начало 20 века – это торговые предложения американской фирмы, где варганы продаются дюжинами, и тоже они стоят там
по-моему, $2. Орган был очень таким расходным материалом. За счет этого, кстати, он попал в Африку, потому что его возили прям в огромных количествах и меняли с аборигенным населением. Есть в интернете, вы можете найти фотографии, где такие очень колоритные африканские девушки вот в предметах, явно купленных у европейцев, шляпки, у них зонтик и варган висит. Вот, на голой груди. И вот что интересно с этими инструментами. Как раз фирма Смит, это была британская и ирландская, если я не ошибаюсь, фирма, они разработали ряд моделей, вот они здесь представлены, которые заполонили просто на конец 19 века, заполонили всю Европу. Таким образом, они попадали в Россию. Вот как раз эти инструменты, это из музея музыки и из этнографического музея, это инструменты, полученные от татар, например, здесь. Мы видим, что это явно вот она, этот европейский варган. И такие же формы сейчас копируют и изготавливают современные мастера. Вот это вьетнамский инструмент. Действительно, варганы изготавливались в огромном количестве и, соответственно, также продавались. Вплоть до того, что австрийский город Мольн, на гербе которого представлен варган, он жил за счет торговли. Там было 17 мастерских, которые торговали варганами, жил в течение 3 веков. Речь шла о миллионах инструментах, которые они могли изготовить. Но к концу 19 века, к началу 20-го идет общий спад по миру с варганами, с изготовлением и торговлей, и на данный момент осталось там всего 3 мастерских. Вот у нас как раз здесь представлен один варган из мастерской Шварца этого города. Одна из моих любимых витрин – это витрина посвящена танцам. Варган во многих культурах звучал для исполнения, собственно, фольклорной, местной, локальной музыки. И, естественно, это был такой обычный традиционный музыкальный инструмент, под который в том числе и танцевали. В частности, таким образом он представлен во многих европейских странах. Эстония, Литва, Латвия, Норвегия. Везде там варган использовался как музыкальный инструмент под пляски. Как раз вот здесь вы увидите, еще здесь гуцульский музыкальный инструмент, гуцульская дрымба, вот там молдовский, молдовский. Вот это все те инструменты, под которые плясали. Ну и, конечно же, норвежская мунхарпа. И здесь вот эта норвежская скрипка, совершенно замечательная, 19 век, вы рассмотрите, она очень красивая, там у нее дракончик такой сверху. И говоря о Норвегии, обязательно надо говорить о том, что там варган занимает совершенно особое такое место, потому что он, по сути, сохранил многие мелодии. То есть, во-первых, в Норвегии традиция исполнения на варганах не прерывалась вообще никогда. И несмотря на то, что какие-то религиозные гонения на музыкантов были, и вот как раз они касались скрипки, потому что про скрипку говорили, что она связана с дьяволом. И когда вот были такие гонения на скрипку, эти мелодии сохранялись в исполнении варганов. И вот здесь как раз у нас очень такая симпатичная картинка, она называется «Исполнитель на варгане», и его учитель, значит, учитель-дьявол, вот он учит на скрипке, он на скрипке играет, а человек лежит и, значит, запоминает эту мелодию на варгане. Просто вот без контекста мы эту картинку не понимаем. Здесь вот вы можете видеть фрагмент исполнения танца, гангар здесь, там девушки танцуют, а мужчина перед ними, значит, коленца будет выбивать, он не попал в кадр. А вообще у них сатанинские какие-то корни в музыке варгана, они отражаются во многих легендах. У них есть легенда о такой мелодии Рамашлот, которая, собственно, и переводится это «сильный удар», «сильный танец». Она существует как для варгана, так и для скрипки. И речь идет о том, что исполнитель настолько входит вот в это состояние, этим же словом Рамашлот называется само состояние транса, в которое вот впадает исполнитель, когда он это исполняет, что нельзя его остановить, то есть просто так сказать: все, хватит, мы наплясались, вот нельзя. То есть у него можно только выдрать инструмент из рук, иначе никак он не остановится, и считается, что он как раз обуяем дьяволом в этот момент. Я могу дополнить легенду про скрипку Хардангерфеля, что есть такая легенда, что если скрипач очень хорошо играет, но вот слишком, его подозревают в связи с дьяволом, что он продал свою душу дьяволу в обмен на такую потрясающую игру. Да. Ну и на потрясающую скрипку, надо сказать. То есть на такую скрипку, пожалуйста. И мы начинаем постепенно переходить к тематике, как вообще варган проявляется в разных культурах. Вот у нас был танец. И следующая такая важная очень тема – это использование музыкальных инструментов в обрядах. Обряды разные бывают. Вот, например, здесь у нас речь идет о скотоводческих и
охотничьих обрядах. На варгане играли, например, охотники, когда уходили в промысел. Это было у сибирских народов. И считалось, что таким образом исполнитель задабривает духов. То есть будет хорошая охота, потому что вот мы хорошо поиграли. Есть легенды, есть такие, это былички называются в фольклоре, о том, как на промысел идет охотник и берет с собой, собственно, варганиста. И варганист играет, слышит, что вокруг кто-то присутствует, и ему говорят: играй еще, ты хорошо играешь, играй еще. И на следующий день у них действительно хорошая охота. Любопытно с этой легендой то, что она встречается, с одной стороны, у нас в России, у сибирских народов, например, на Алтае, и точно такая же легенда есть в Норвегии, вот прям практически один в один. Ну, то есть там разница только в том, что либо этого варганиста пригласили, вот как раз охотники, которые шли на промысел, либо он сам был охотником, и сам он там играл. Да, и красота, конечно, нашей вот выставки, такая изюминка, это большой капкан отсюда из музея новгородского. Ну, если тогда вглядеться. На варгане играли для успокоения скота. Это очень известная практика у многих народов. Опять же, вот, например, на Алтае я это лично, в смысле, записывала не мелодии, а вот рассказы о том, как это делали женщины. А у казахов, которые проживают в степных районах Алтая, есть представление о том, что если верблюдица, тут такая очень мелодраматическая история, если верблюдица отказалась от своего верблюжонка, у них почему-то это случается периодически, надо, значит, начать играть на варгане. И тогда она, растрогавшись, значит, прям вот мне информанты говорили, она начнет плакать, значит, горькими слезами, вернется, оближет своего верблюжонка и станет хорошей матерью. Это интересно, что не только на Алтае есть такое представление, также еще поступали буряты, и они играли еще, помимо варгана, они еще играли на хуре, либо вот на поющих чашах, как это ни странно. То есть это такой вот ламаистический, пришедший из, значит, Тибета элемент, но вот поющие чаши могут в данном случае для верблюдов заменить. У нас 2 витрины посвящены шаманству. Использование варгана в шаманских практиках зафиксировано у целого ряда народов, и это мы можем увидеть вот в этой витринке. Однако вот сами ритуалы зафиксированы в основном не были. Дело в том, что эти практики угасали постепенно в начале XX века, и мало что удалось зафиксировать. Наилучшая вот как бы фиксация считается выполнена у тувинцев. Это непосредственно сам обряд. Вот зафиксирован сам обряд, самого вот использования непосредственно. Что касается изготовления варгана, его освящения, посвящения шамана и вот всяких практик передачи шаману, это зафиксировано у бурят, у которых прерванная традиция, и, к сожалению, вот сегодня очень мало есть возможности найти таких свидетельств. Но шаман не сразу получал именно варган. Вот для меня было удивительно, что отнюдь не на первых ступенях посвящения. Всего вот у бурят полный как бы цикл посвящения шамана проходит 9 таких вот ступеней посвящения, каждая очень сложно устроена, длится по 9 дней. Это очень серьезное испытание. Ну, нет возможности рассказывать подробности, но как бы постепенно шаман получает новые возможности, новые знания. Дальше он практикует вот на определенном этапе. Если он накапливает вот эту силу, он, значит, готов пройти 2-ю ступень испытания. То есть вот этот цикл растянут на всю жизнь. Фактически вся жизнь шамана – это вот этот вот путь, в котором он проходит 9 ступеней испытания, но не каждый шаман способен их пройти. Некоторые останавливались на 2-й, на 3-й ступени посвящения. И на каждом этапе он получал какие-то новые атрибуты, которые вот ему передавались специальным образом подготовленные. У нас здесь есть такая очень важная табличка. Это передано было в Дашковский музей Министерством духовных дел. Дело в том, что и с одной стороны ламаизм, с другой стороны христианство, они всячески боролись с шаманством. И вот такая табличка, видимо, была составлена, атрибуты шамана, да, были составлены для того, чтобы миссионеры знали, с чем именно нужно бороться, вот знали в лицо, да, вот эти вот предметы. Вот. А вот разные вот эти предметы, не все, естественно, это шаманские атрибуты, у нас представлены вот в этой витрине. Там получается то, что вот записал самый такой вот глубоко проникший исследователь, который сам из этих мест, это Хангалов. Получается, на первых 2 ступенях посвящения, которые, естественно, с большим интервалом во времени расставлены, шаман получает только простые трости, изготовленные из березы.
На третьем этапе испытания он получает уже конные трости, когда он проходит третий этап испытаний. И вот эта конная трость, у них навершие оформлены в виде конских голов, у них есть привески, прежде всего стремена, масса других там вот атрибутов, это лодка, это весло, это копье и так далее. То есть вот все необходимые ему предметы. Это третий этап испытаний. Четвертый этап испытаний, вот этих, четвертая ступень, если он ее достиг, на четвертой ступени, оно считается кровавым посвящением, потому что кровь животных используется на всех этапах, но она используется для того, чтобы подготовить предметы, которыми шаман будет пользоваться. А здесь уже, значит, смазывается кровью жертвенных животных, смазываются и части тела самого посвящаемого. Вот на этом этапе он получает шаманский бубен с колотушкой. Вот. За свою жизнь, опять же, он сменит и не одну это самое. И только после этого на одном из следующих этапов он получает варган. То есть для меня как бы вот в этой логике, да, вот, мне казалось бы, что трости, потом варган, потом... Нет, ничего подобного. То есть бубен он получает раньше, хотя со временем он может и менять бубен. То есть ему могут для каждого посвящения последующего. Здесь показаны музыкальные инструменты, которые, ну, музыкальными инструментами их тоже, вот можно назвать это спорный вопрос, можно ли считать шаманский инструмент музыкальным, да. Эта витрина дополняется фотографиями, да, вот шаман, получивший бубен, вот которые доступны ему на этом этапе, а слева у нас шаман, камлающий по-ламски, как сказано, хотя ламаизм боролся и с этим видом шаманства тоже. То есть на личных ступенях он не имел права на варгане играть? Получается, да, вот это для меня было удивительно. То есть уже на первом посвящении варган звучал. Но дело в том, что в посвящении участвовали, это назывался отец-шаман, то есть это шаман, уже получивший вот высокую степень посвящения, он выбирал 9 сыновей, так называемых. То есть это помощники, которые будут помогать вот этого нового испеченного. И вот один из этих шаманов уже играет на варгане. То есть ему не сразу дают. И у Хангалова очень подробно расписано, как освещается варган. Но там вот в этой статье там как бы описано, так они прямо подряд идут. Трости, бубен, каким образом он обобщает, что они... Вот, но в другой работе своей он пишет, что это не одноэтапно получается. То есть он со своим наставником фактически уединяется 9 дней, он проходит очень сложные испытания. Если он все это прошел, то в этом помощнике тоже участвует. Значит, вот он в конце концов получает уже заранее подготовленный, освещенный инструмент. Мы вынесли в отдельную витрину эту тему по многим причинам. Во-первых, потому что якутский хамус, якутский варган стал той отправной точкой, с которой началось восстановление варгана, в частности в России, но и не только в России, во многих других странах в 20 веке. Дело в том, что, как мы видим, и как я тоже говорила, в конце 19 века варган во всем мире пошел на спад. В России он вообще, из русской культуры он вообще полностью ушел. И он остался, сохранился на территории России у многих народов, там, у башкир тех же, у тувинцев, у алтайцев, но в Якутии он получил такое государственное признание. То есть это на данный момент это у них символ якутской культуры, и это тот инструмент, который отражает вот именно музыкальное представление якутов. И когда началась волна интереса к варгану, мастера многие обратились как раз к якутским инструментам. За счет этого сейчас очень многие современные инструменты, современные варганы как раз похожи на якутские в чем-то. Хотя, если мы посмотрим на эту витрину, мы увидим, что вот эта традиционная форма, то, что мы сейчас считаем такой традиционной якутской формой, она прошла же какой-то эволюционный путь. Мастера тоже искали какие-то другие варианты, другие формы. Вот здесь вот они как раз представлены. И вот современный вариант, и даже вот пластинчатый вариант. То есть все это по-разному осмыслялось. Но в итоге сейчас пришли к практически вот похожей классическая форма, и это считается таким эталонным якутским хамусом. Ну и вообще надо сказать, что сейчас в Якутии, как я уже говорила, этот инструмент очень-очень развит. Там существуют ансамбли хумусистов, там очень сильные
и известные вообще во всем мире исполнители, сольные исполнители, и там проходят конкурсы исполнителей с присвоением такого очень громкого статуса виртуоз, холостист, виртуоз мира. Вот, то есть человек, который получил этот статус, он, конечно, очень им гордится. Они дают там 8 людям раз в 4 года, причем это будут люди из разных культур, ну, естественно, из якуты, и из других культур тоже. В частности, кстати, вот, например, я говорила о мастере, который делал вот этот пистолет, варган с переменным язычком. Роберт Загрединов, это был один из первых исполнителей, кто получил этот статус. В 1991 году они начали вот эту всю историю. Во многих культурах есть представление, что на варгане играли или должны играть только женщины. В частности, в Якутии, на Алтае есть такое представление, в Киргизии, да. В Европе тоже раньше играли преимущественно женщины. Это связано с разными причинами, я сейчас не буду в них углубляться, но принцип такой, что это действительно были инструменты, которые изготавливались для женщин. Вот здесь вы видите, что они очень маленькие в основном. Вот все эти инструменты очень маленькие, и важно обратить внимание на номер 11, там маленький такой варганчик, это археологическая находка, сделанная в Оренбургской области, это башкирский кубыс, и на нем есть крошечная прониска на самой раме, за которую инструмент явно подвешивался. В этих культурах инструменты подвешивались либо на пояс, либо, как, например, у каракалпачек, их вешали в косы, вплетали в косы. Да. Здесь у нас есть вот европейские как раз изображения, это реклама пачки сигарет, вот, и из Киргизии. Вот здесь женщины играют на пластинчатом варгане, вот, а здесь она играет на обычном. В Киргизии известно имя одной из исполнительниц. Она писала мелодии, и мелодии эти до сих пор исполняют. Ее звали Бурулча Османбек. Она жила на границе веков 19 и 20, и она говорила, что дети обязательно должны слышать варган, потому что если ребенок вырастает и не слышит звуки Тимирова Камуза, то это будет очень такой замкнутый, нелюдимый человек. А если он будет расти окруженный звуками варгана, то он получит красноречие. Здесь еще у нас представлены важный элемент, это футляр вот в виде женского башмачка, то есть прям видно, тоже изготавливали для женщин. И вот там пластинчатый селькупский варган, на нем, во-первых, бусина, стеклянная бусина, и очень такой красивый лярчик, он в виде пенала, вот прям вот с какой любовью этот инструмент хранили. Как варган существует сейчас? Можно сказать, что сейчас во всем мире варган проходит этап ренессанса. Очень много снова исполнителей, но главное, очень много мастеров. Это, конечно, связано с тем, особенно в России. То есть в России просто какой-то бум мастеров варгана. Это связано, конечно, с тем, что появляются новые технологии, которые позволяют изготавливать варган практически любой формы. И то есть здесь вот творческий полет, фантазии, человек может делать все, что угодно. Вот здесь вот как раз представлено, пожалуйста, в форме вилки, в форме кошечки, вон там вон лебедь и так далее. В общем, любые варианты. Из таких очень тоже современных, это вот удачный пример ресайклинга, как я называю, это варган из пластиковой карточки. Вот. И да, и вот здесь вот тоже разные творческие подходы, когда инструмент, например, изготавливается с помощью отливки, либо на инструмент делается напайка красивая, вот эти вот алтайские такие инструменты, либо есть вариант электрокубыс. Электрокубыс — это вот такая коробочка, в ней электроника, и он создает постоянные колебания. К этой основе присоединяется варган, язычок варгана постоянно колеблется, и дальше вы просто подносите его к рту. То есть вам уже не надо по нему ударять. Очень часто все эти вот авторские такие художественные модели, они страдают плохим звуком. Ну, такая вот у них как бы ситуация, что мастера как-то творчески переосмысляют форму, они уже не думают о звуке. Но бывают такие ситуации, когда мастер работает в тандеме с исполнителем. Вот 19-й номер – это варган, который делает мастер Ямазаки. Он делает его специально для Лео Татагавы, это известный японский исполнитель. Он очень работает в экспериментальной манере, он очень такой своеобразный варганист, и, соответственно, для него вот был сделан такой весьма своеобразный варган по форме, но я могу сказать, он хорошо звучит. У нас здесь еще пример
газеты. Примерно с середины 20 века начинается, как я сказала, какой-то ренессанс, и начинается движение, международное движение ассоциации варганистов. То есть варганисты во всем мире собрались и, значит, решили, что надо быть, как-то держаться вместе, и они издавали разные печатные издания, в частности, вот это вот первая страница первого номера газеты «Моуль Тромель». Здесь представлены реконструкции, то есть то, как сейчас современные мастера осмысляют археологические варганы и реконструируют разные модели. В частности, здесь вот целый ряд варганов из Новгорода, варганы XIV века, и можно увидеть, что мастера как раз очень по-разному это видят. Вот это реконструкция японского варгана IX века, и это реконструкция варгана из Канска. Но это тоже вот новгородская реконструкция. И на других витринах у нас представлена, во-первых, музыка варгана. Ну, она сейчас очень широко развивается, исполнителей много, они пишут свои диски. Экспонат – это для патефона пластинка начала 20 века. И другой важный экспонат – это книга, и плюс там есть диск, эстонская музыка, записи с 30-х годов, то есть это архивные записи эстонских исполнителей. Надо сказать, что это уникальная совершенно ситуация, больше в мире нигде нет, даже Норвегия, при том, что они сохранили всю свою традицию, у них записи начинаются где-то с 50-х, 60-х годов, а вот таких ранних, к сожалению, нет. И отдельная тематика – это футляры и украшения для варганов. То есть видно, что к варганам относятся очень трепетно, их, естественно, надо сохранять. Это достаточно хрупкий музыкальный инструмент, и во всех культурах, то есть вот прям буквально во всех, так или иначе развиты какие-то коробочки, футлярчики, что-то для этих инструментов делались. От таких крупных, как здесь, вот это вот киргизский, до совершенно маленьких, да, пожалуйста, вам из рога. И украшения, вот эта вот восточная тема, вот здесь есть марчанг индийский, и на нем, это копия, но тем не менее это копия с аутентичного украшения для марчанга. И если вы посмотрите потом на видео, там есть запись, исполнитель на варгане, собственно, из Раджастана, он играет вот четко на варгане с таким вот украшением. Это огромный футляр. Да, это внешность обманчива. Там внутри очень маленькая полость для варгана. Просто почему мы не стали его раскрывать, мы могли раскрыть. Тогда мы нарушили бы вот эти важные орнаменты: голова скорпиона, бараньи рога. А так тут с одной половинки вот это вот маленькое гнездышко сделано для варгана, малюсенькое совсем, да? А так сам футляр большой, и он такой очень весомый. То есть его по сравнению с другими он хорошо весит.